Добро пожаловать в здоровый разговор. Сегодня мы поговорим о том, как сохранить кожу молодой и здоровой, но в необычном формате. Прямо на кухне, ведь красота начинается не с кремов, а с того, что мы пьем и кушаем. Сегодня у нас в гостях врач-косметолог Азиза Бахтияровна. Азиза, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Я тоже рада находиться с вами на этой кухне и освещать такую важную тему. Ведь действительно здоровье кожи начинается с того, как мы о ней заботимся и то, чем мы питаемся. Обычно у нас бывает, что мы встречаем гостей с пиалкой вкусного чая, с десертом, но я вас завела сразу на кухню, чтобы мы для наших телезрителей немного рассказали о том, как сохранить кожу здоровой и молодой, и при этом показали несколько рецептов вкусных смузи и напитков. Вы готовы? Конечно. Итак, мы начнем с самого простого, это витаминный смузи, и при этом будем рассказывать о том, какие вообще секреты можно еще использовать для здоровой кожи. Скажите, пожалуйста, Азиза, какие нам сейчас ингредиенты будут нужны? Давайте начнем с яблок, так как они содержат очень доступные для нас витамины в комплексе, которые необходимы для нашей кожи и для здоровья всего организма. Классно. А какие лучше, красные, зеленые? Если взять в миксе, будет еще лучше. Нам нужен будет шпинат. Шпинат, он богат железом, который необходим при транспортировке кислорода. И без кислорода наша кожа не будет сиять и обновляться в той мере, которая необходима. Да, я с вами полностью согласна, при том, что шпинат можно добавлять в абсолютно разные блюда. Как и в напитки, так и в блюда готовые. Да. Дальше что? Мы возьмем киви. Так, штучку или две? Можно одну. Одну. Да. Интересный факт, что в киви содержится дневная доза витамина С больше, чем в обычном лимоне. Серьезно? Да, многие об этом не знают. Так что смело, киви на заметку. Смело можно переходить с лимона на киви. Да. Хорошо. Так, и дальше семена чиа, да, если не ошибаюсь? Да. И, конечно же, вода. Вода. Да. Источник силы. Все. И мой самый главный вопрос, конечно, все мечтают о сияющей коже. Но вот какие продукты реально помогают изнутри? В первую очередь нужно сбалансировать питание так, чтобы продукты не исключали один из другого. То есть это жиры, белки и углеводы. Но если вы хотите здоровую и сияющую кожу изнутри, желательно пищу обогащать белками в большей степени. Потому что белки в первую очередь влияют на эластичность, на тургор кожи и на ее плотность. Да. Вы можете добавить в свой рацион как белки животного происхождения, так и растительного. Но будет лучше, если в большей степени у вас будет белков животного происхождения, так как они содержат 20 незаменимых аминокислот, которые наш организм не формирует. Что это может быть, например? Если брать белки животного происхождения, то это могут быть любые мясные продукты. Также, если брать из молочки молоко, кефир, творог, они всегда эффективны. Да, эффективны и доставляют достаточное количество белков в организм. Если брать белки растительного происхождения, то это бобовые, разные семена, также орехи. Содержат достаточное количество белков. А какие витамины самые важные для молодости и красоты кожи? Отметить определенные витамины я не могу, исключая другие. И могу отметить, что для здоровья нашей кожи важны все витамины. Так же, как и для здоровья всего нашего организма. Ведь они в комплексе работают лучше. И недостаток одного из них ведет к проблеме всего организма. Да, так что насыщайте свой рацион всеми полезными витаминами. Они полезных не бывает. Да, желательно все натурального происхождения. Мне кажется, самый лучший вариант – это сдать все нужные анализы, проанализировать, что не хватает вашему организму, и, конечно, дальше принимать решение. При всем при этом обязательно консультироваться с опытным врачом. Да.
Есть ли, в принципе, продукты, которые прямо-таки ускоряют процесс старения кожи? Можно так сказать, если прям придираться к определенным продуктам, это продукт, содержащий большое количество глюкозы. То есть в нашем организме, если очень много содержится... Глюкоза – это сахар. Да. Если вы питаетесь только продуктами, содержащими сахар, то они, если сказать простыми словами, цепляются к белкам, и белки менее эффективными становятся. И тогда уже каркас нашей кожи повреждается, и клетки перестают работать в том объеме, в котором необходимо работать. Поняла. Но, в принципе, все уже знают о том, что сахар очень вреден для нашего организма, для наших зубов, зрения, поэтому с этим нужно быть, конечно, поосторожнее. Азиза, а как понять, что уход подобран правильно? Ну, мы в первую очередь смотрим на субъективное ощущение самого человека. То есть, если он не испытывает чувство стянутости после умывания, если нету шелушения, или же нету покраснения после определенных средств, то уход подобран правильно. Если один из этих критериев не совпадает, или после подбора ухода у вас появились новые высыпания, которых не было раньше, то лучше сменить уход или посмотреть, правильно ли вы его ввели в свой основной уход. А нужно ли менять уход в зависимости от сезона? Или Это не миф? обязательно. Да. Да. Если склоняться именно на базовый уход, который есть у всех, то он должен подходить как для жаркого климата, так и холодного. То есть и летом, и зимой он будет базово сохранять структуру кожи на хороших уровнях. Если же у вас кожа склонна к сухости, или вы испытываете недостатки те или иные в зимний период, то можно будет прибегнуть к плотным кремам, то есть сменить более легкие крема на более плотные. Можно будет добавить кислоты или ретиноиды, они хорошо вводятся именно в зимний период. Да, именно в прохладу. И при этом летом их же исключать, если ваша кожа плохо реагирует на кислоты. Но при этом не надо забывать, что как в зимний, так и летний период лучше использовать SPF-средства, то есть не исключать их зимой. Потому что солнечные лучи в любом случае бывают и летом, и зимой, какие бы они ни были, прямые или нет. Да, это все верно. Добавляем, да, все? Да. Ой. Ничего страшного, у нас все тут чисто, стерильно. Все, добавили. Семена чиа, получается, да, у нас остается? Да, и воду. Так, семена чиа. Давайте 2 ложки чиа. 2 ложки чиа. 2 чайные ложки можете добавить, друзья. 1 и 2. И далее. Самое главное – воду. Все зависит от того, какой напиток вы хотите, погуще или же наоборот. Вот. Пока что добавим столько. Все, и блендер. Да. Мы закончили сверлить. Пожалуйста. Ну что, друзья, наш первый напиток, он в принципе готов. Остается только нам попробовать его. Не знаю, что получилось, но кажется, что-то вкусненькое, потому что пахнет, я бы сказала, витаминами. просто волшебно. Мне кажется, можно добавить еще чуть-чуть воды. Но это на ваше усмотрение. Да. Вот так. Очень вкусно. Особенно Ребята, киви. Да, прям ощущается вкус киви. Шпинат, он вообще не заметен. И Да. советую Послевкусие обязательно. яблока. Да. Советую обязательно попробовать. Вам очень понравится, друзья. А главное, ваш организм вам скажет спасибо. На этом у нас не все. У нас есть еще один рецепт, и, естественно, у меня есть вопросы к Азизе, очень даже актуальные. В принципе, второй, мне кажется, будет классно приготовить прямо в этом графинчике, потому что он у нас идет как
детокс-вода. Да. А ингредиенты, конечно же, доступны, они есть в холодильниках каждого, и будет очень даже легко, Да. и, главное, полезно его приготовить прямо с утреца. Продолжаю дальше задавать, конечно, свои вопросы. Маски и скрабы. Как часто можно ими пользоваться, Азиза? Вот, тут такое дело, что я категорически против скрабов, особенно в области лица. Для них есть альтернативы в виде энзимной пудры. Они справляются с той же задачей, как и скрабы, то есть глубокое очищение кожи, но при этом не травмируют ее так, как травмирует обычный скраб, даже если он не абразивный. Да, а насчет масок вы смотрите по мере необходимости, потому что маски не являются основным уходовым средством. Допустим, 1-2 раза в неделю можно добавить в зависимости от нужд самой кожи и того, чего вы хотите добиться. Вот скрабы для тела, конечно, они эффективны, но именно повреждать кожу лица, особенно кожу вокруг глаз, она такая тонкая, Лучше не чувствительная, поэтому лучше не стоит. Да. Да. А какие ошибки, по вашему мнению, чаще всего встречаются в домашнем уходе? Ну, ошибки совершает почти каждая девушка, когда только начинает знакомиться со своей кожей и то, как за ней нужно ухаживать. Да. Самая частая ошибка – это чрезмерное умывание. Да. Такое бывает Можете передать особенно Ингиде, пожалуйста. у обладателей жирной кожи. Да. Нужно смотреть по мере необходимости, стоит ли умываться различными средствами утром, либо же не стоит. Но вечернее умывание, оно обязательно. И главное выбирать умывалки с мягкими ПАВ, которые не повреждают кожный барьер. Да. Второе – это избегать SPF-средств. Почему-то с нашим активным солнцем не все используют солнцезащитные крема, а это очень важно, потому что рак кожи никто не отменял, и доказанным фактором рака кожи являются солнечные лучи. Так что берегите свое здоровье. В первую очередь это можно совершить с помощью SPF-средства. Да. По своему опыту могу сказать, что я начала пользоваться SPF буквально год назад. Очень плохо. Это очень плохо. Не повторяйте мои ошибки, друзья. Почему плохо? Потому что это, естественно, как Азиза сказала, очень вредно для нашей кожи в целом, для нашего здоровья. И плюс, почему я не пользовалась? Просто потому что мне было дискомфортно. Вот, потому что вы все это время использовали SPF-ки на физических фильтрах. Да, они наносятся в виде маски и белят кожу. А сейчас большинство SPF-средств, они на химических фильтрах, более комфортные, сразу впитываются, и вы их не ощущаете. Да, но тоже нужно учитывать, что для каждой кожи есть свой SPF, и подбор физических и химических фильтров совершает врач-косметолог на консультации. Наша детокс-вода, она готова, все ингредиенты уже внутри нашей водички. Вот, имбиря много не буду добавлять. Он чуть-чуть чтобы не горчило, да. Перемешаем эту красоту, да? Будет освежающе. Утром, после пробежки, после зарядки, вообще, в принципе, после вашего крепкого, здорового сна такой напиток будет в самый раз. Да. Ну что, наливаем? Скажите, Азиза, ваш совет женщинам, которые хотят сохранить свою молодость на века? Ну, в первую очередь, это регулярный системизированный уход. То есть без каждодневной заботы о коже вы не добьетесь дальнейших перспективных результатов. Так что заботьтесь о коже каждый день. Спасибо вам огромное. Азиза, давайте попробуем приготовленный нами напиток. Что вы чувствуете? Я чувствую свежесть. Свежесть огурца, да? Да. Очень вкусный напиток. В общем, друзья, почаще смотрите нашу передачу, потому что здесь вы найдете кладезь. Все, на этом наша передача, к сожалению, подходит к концу, но мне кажется, что это не первые и не последние наши рецепты вместе с вами, Азиза. Конечно. Спасибо, что были с нами. Мне кажется, наши телезрители остались довольны нашей сегодняшней передачей.
Спасибо, что пригласили меня. Я рада была поучаствовать. Спасибо. Сегодня мы узнали, что секрет здоровой кожи таится не только в косметике, но и в правильном домашнем уходе. И плюс в правильном питании. Это был «Здоровый разговор». Всем спасибо.